Здравствуйте, вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Закон о маркировании и учете животных вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Минсельхоз России утвердит ветеринарные правила маркирования и учета животных, которые будут устанавливать порядок маркировки, а также типы и свойства средств маркирования. Для чего необходимо маркировать животных, расскажет наш сегодняшний гость Петр Петров, руководитель Департамента ветеринарной службы республики. Петр Лукич, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, для чего же необходимо маркировать животных? Прежде всего, маркирование – это закрепление или введение средств маркирования под кожу. То есть для крупнорогатого скота у нас действуют ушные бирки, которые устанавливаются на ушных раковинах животных. И есть для кошек и собак, это под кожу вводятся и чипы. Вот такие у нас есть особенности по мелким и крупным рогатым скотам. Но у нас данное маркирование будет нам, чтобы у нас было общий контроль за эписитуацией на месте и предотвращение заразных заболеваний животных, которые могут быть переданы и человеку, и от человека, и животному. Под нему и будем прослеживать все передвижения сельхозживотных. Получается, сейчас это является обязательной процедурой? Так, в данное время маркирование, то есть идентификация животных, является добровольной. Скажите, а какие виды маркирования применяются у нас в Якутии? Вот вы упомянули о бирках, о подкожном внедрении чипа. Да, у нас для крупных животных, для лошадей, для крупнорогатого скота есть двойной защиты, то есть визуальные ушные бирки, которые там нанесены цифровые данные, которые можно на расстоянии от 3 до 5 метров можно посмотреть. И двойное там и металлические чипы, которые вдавливаются в ушные раковины животных. И для мелких животных внедряются чипы, которые вводятся под кожу. Петр Лукич, учитывая, что вы сказали, маркировка явление добровольное, можно ли узнать, сколько сейчас животных в нашей республике уже промаркировано по этой системе? Спасибо за вопрос. У нас по республике зарегистрировано более 15 тысяч хозяйств различных форм собственности. И у нас крупнорогатый скот идентифицирован, тоже маркировано 80%, то есть это составляет 147 тысяч голов крупнорогатого скота. У нас по информации Департамента ветеринарии, у нас по республике имеется 47 тысяч собак и кошек, да, и из них мы идентифицировали, маркировали 58%. Скажите, а где производятся эти пресловутые бирки и чипы? По итогам закупок, которые у нас проводились в 2020 году, эти чипы, электронные чипы и бирки производятся в Республике Китайской Народной Республики. А получается, владельцы животных сами приобретают вот эти инструменты маркирования или Департамент ветеринарной службы республики закупает их централизованно? Так, понятно. У нас благодаря руководству нашей республики, лице Арсения Сергеевича Николаева, у нас из бюджета республики было выделено в 2020 году около 30 миллионов рублей, на которые мы приобрели расходные материалы, бирки и чипы электронные. Да. А что касается в этом году, 2022 году, у нас выделено из госбюджета республики около 20 миллионов рублей, на которые сейчас мы проводим конкурсную процедуру и будем устанавливать победителей данного курса, которые будут представлять нам это расходные материалы для маркирования. Это проведение конкурса как-то связано с осенним периодом, потому что, как известно, закон об учете животных вступит в силу с 1 сентября этого года, или конкурсная основа будет проведена чуть пораньше? Сейчас мы уже провели, начало года уже давно, скоро полугодие. У нас по закону, который вводится, у нас первое чтение на пленарном заседании Государственной Думы Российской Федерации прошло первое чтение. Это закон о внесении изменений
федеральный закон о ветеринарии о обязательной идентификации маркирования животных, который планируется введение в сентябре 2022 года. Обязательно это будет. Получается, что вот проблема с бродячими животными на улице каким-то образом тоже будет решена, если их будут маркировать. Да, верно. Данная идентификация, то есть маркирование мы проводим для бездомных животных. Это касается наших бездомных собак, кошек, которые мы должны маркировать, идентифицировать. И при любом случае мы должны через их чипы мы можем найти их и месторасположение, ну, где они находятся, в приютах или на улицах мы можем контролировать. Петр Лукич, тогда давайте перечислим плюсы такой процедуры. Так, ну, во-первых, в России введением идентификации у нас будет четкое уже познание, сколько у нас сельхозживотных у нас находится. И в первую очередь у нас ветеринарным врачам будет это важная такая подмога, поскольку они занимаются регистрацией, перерегистрацией животных, и они проводят профилактические и лечебные мероприятия, на которые они будут и идентифицировать, и фиксировать данные животные, поскольку у всех животных будет собственные идентифицированные номера. Скажите, а вот такая процедура чипирования, маркирования животных наверняка снизит и количество безответственных владельцев питомцев. Какие меры будут приниматься к ним? Ну, в частности, была у владельца кошка, была она промаркирована, но вдруг животное надоело, его выбросили на улицу. Ну, это ведь не... Как раз у нас вот законодательство, у нас Госсобрание Иль-Тюмень, у нас утвердили внесение изменений КАП Российской Республики Саха-Якутия, статья 2.4, 5.4, согласно которой будет налагаться предупреждение и штрафные санкции за нарушение правил содержания животных и за самовыгул. Штрафные санкции предполагают в первом случае от 1 до 1500 рублей, а повторное нарушение, которое будет фиксироваться нашими государственными инспекторами, которые располагаются в районах нашей республики, штрафные санкции будут от 3 до 5000 рублей. Скажите, а будет ли создан или уже, может быть, существует единый реестр учета маркированных животных, в котором будут указаны данные хозяина, когда было промаркировано животное, ну и так далее? Да, ну, в России и во всех республиках нашей широкой страны есть другие данные, да, различные. Поэтому у нас в связи с введением закона, внесение изменений о маркировании, будет единая система база данных по всей Российской Федерации, в которой будет и цифровые данные, и будут буквенные. То есть одна единая база будет по всей Российской Федерации. Скажите, а вот бывают такие случаи, когда в именно населенных пунктах, которые направлены на сельское хозяйство, бывает, что потерялась корова или ее, допустим, украли. Тут как-то можно будет отследить потерянное животное? Так, ну у нас пока элементарное у нас идет маркирование, то есть чипы, по которым можно судить только визуально в бирках и по чипам, которые можно сканировать. То есть это было в прошлом году в село Бескюль, павшие животные были, и мы идентифицировали через железные такие вот эти конструкции, которые были введены в ушных раковинах. И мы там определили и киличку, возраст животных и, соответственно, фамилия, имя собственника. Вот после осенних пастбищных мероприятий владельцы животных могут легко по номерам бирок найти своих коров. Скажите, Петр Лукич, а вот до вступления законопроекта о маркировании и учете животных, вступления в силу, сейчас учет и маркирование животных – это платная или бесплатная процедура? В какой организации проходит учет и маркировка крупного рогатого скота и домашних питомцев? Да. У нас домашние животные, поскольку у нас приобретено из госбюджета республики, оно бесплатное, только оплачивается
процедура, за проделанную работу ветеринарных врачей, которые вставляют вот электронные чипы маркирования. Вот. Поэтому у нас, как правительство, у нас оплатило данные расходы, поэтому таковых финансовых затрат у владельцев животных не будет. Вы упомянули, что в частности в Бяскёле владельцы могли найти своих животных как раз благодаря вот этой маркировочной системе. Да. А вот если произойдет такое, что чип или бирка потеряются, как быть в такой ситуации? Если что касается мелких животных, это касается собаки и кошек, они могут легко чесать или отторгнуть, могут отцапать вот этот бирки ушные. И для этого у нас идет электронные чипы, которые вставляются под кожу. Она представляет собой такое маленькое, это половина вот этот размера рисовой зернинки, половина, и она сверху она находится в стеклянной оболочке, и она прививается под кожу, которая будет держаться в течение всей жизни данного животного. Скажите, закон вступает в силу 1 сентября. Впереди еще понятно, что будет 2 чтения этого законопроекта до вступления в силу. Маркировка будет бесплатной и обязательной, что самое важное. Сейчас у нас идет добровольно, поэтому у нас по собакам мы промаркировали 58. Это добровольной основе, и мы сейчас закупаемся, процедура уже оканчивается, и мы будем делать в течение года. Это будет только оплата, только за процедуру закрепления будут оплачивать, а конкретно за бирки, за чипы они не будут оплачивать, поскольку все оплачено бюджет. А вот как показали сами исследования, вот эта система маркирования не наносит ли вреда организму животного? У нас все, система контроля ведется, она безопасна для животных и для других тоже людей, которые этим занимаются. Она просто механическая, чипы и бирки. Бывают такие трекеры, через которые можно прослеживать, но они очень дорогие, где-то одна бирка стоит 15-20 тысяч. Поэтому для сельхозживотных такие не применяются, поскольку она дорогая вещь. Благодарю вас, Петр Лукич. Именно благодаря вашей с нами беседе многое стало понятно, в частности, по теме маркирования животных. Спасибо, что согласились стать гостем нашего интервью. Спасибо. В конце хотел бы поблагодарить, что меня пригласили в студию, и хотел передать нашим телезрителям и владельцам животных, чтобы они активно пришли к нам на маркирование и идентификацию своих домашних животных, поскольку мы должны соблюдать правила в 21 веке. Это наша обязанность. Спасибо. Спасибо. А я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.